городе Нижнекамске есть татарский национальный конгресс. И силами энтузиастов, ресурсов конгрессом был организован День семьи. Он проводится каждый год. Выбирается самая многодетная семья, самая творческая семья, самая юморная семья, самая семья долгожителей, самые-самые-самые во всех отношениях. Ну, первое место занял у нас один товарищ, он с женой живет вместе 50 лет. Самое творческое, которое вышла семья, они сделали свой спектакль семейный, сцены, все практически пели, все плясали. Этот семейный праздник, этот конкурс, семейный конкурс, вот на самую-самую семью во всех отношениях, вот эти праздники, они очень нужны, они необходимы. Была небольшая площадка всего, да, наверное, на человек 70, может быть, 100. Надо в большом зале проводить подобные мероприятия, чтобы все видели вот масштаб, чтобы все видели, чтобы было много детей. Вот там действительно пришли все семьи с маленькими детьми, с грудными детьми. Многих детей держали на руках. И вот эти семьи, во-первых, они должны познакомиться между собой. Ведь это татарские национальные семьи, это носители татарского фольклора, татарских песен, татарских танцев. Очень была душевная обстановка. Конгресс нашел возможность, подарил им сувениры, подарки. Было очень как-то показательно, весело, содержательно. Что такое семья вообще? Ну, ячейка общества, государства. Но ведь мы должны, общественники, пропаганду вести. У нас должна быть идеология. Идеология, к чему стремиться? Мы должны стремиться к большим семьям. К традиционно татарской нации всегда были большие семьи. Вот у меня у мамы 7 человек, у отца 8 человек, в деревне у очень многих 11 человек, 10 человек. Но это же здорово, большая татарская дружная семья, где вместе сидят за столом 10 человек, где вместе поют песни, где в этой семье еще живут вместе бабушки, дедушки, может быть. Культ семьи сейчас нужно поднять, создавать и пропагандировать. И это зависит от нас. Вот появилась, например, молодая семья, сразу с ними надо разговаривать, чтобы, если даже они не знают татарского языка, чтобы они детей с пеленок, чтобы они первые слова сказали на татарском языке. И хотя бы до 3 лет их учили татарскому языку, и тогда в жизни они никогда его не забудут. Чтобы они с детства, дети, сказки татарские слушали, песни татарские, стихотворения татарские и обязательно татарские пляски. Вот татарские пляски, это они дают нам вот эту вот красоту фольклора. Вот. Это они дают нам экскурс в историю. И наши песни, наши песни татарские, они же выстраданные, выношенные пастухами, деревенскими жителями во время работы, посевной, сенокос. Пели татарские песни, и они им помогали в работе. Поэтому вот это вот культ семьи, давайте все вместе будем думать над этим, заниматься этим. Вот эти праздники нужно расширять. Людям как-то даже интересно вот со всей семьей сделать спектакль, со всей семьей сделать
хором спеть какие-то частушки, татарские песни. Я бы очень рекомендовал в деревне, в городах, во всех населенных пунктах. Конечно, приятно, когда глава семейства играет на баяне, а возможно, в этой семье и сын будет играть на баяне. И видно, что если родители танцуют татарские танцы, пляски, и дети подхватывают эти танцы. Так что давайте все вместе дружно поддерживать, пропагандировать наши большие татарские семьи. Бұл тек міне ғаиледе жерге матурлық, илге батырлық, ғаиледегі әти әненің өрнегінен барлыққа келеді. Туған тілімізге болған махаббет шулай ук әни сөті белән, күкрәк сөте белән балага ине. Инде гаиләдә булган шушы матур гамәлләр, шушы күркәм сыйфатлар киләчәктә бит инде алар үстереләләр. Мы сторонники семейных ценностей, семейных традиций, вот, семейного фольклора. И этот фольклор, чтобы сохранить, его нужно сохранить прежде всего в своей семье. Пословицы, шутки, интересные рассказы. Все это нужно вспоминать, все это нужно передать нашим детям. И когда мы едем в деревню, нужно всегда послушать бабушек, дедушек, а как они пели, как они шутили, как они плясали. И обязательно поговорить с бабушками на тему, а какие были у них бабушки, а как они детство проводили. Вот как бабушка проводила свое детство, в какие игры она играла. Вот как у них было в семьях, вот эта вот преемственность поколений, вот это мы должны пропагандировать, напоминать и всегда об этом думать.